Задача разрулить все земельные проблемы, которые накопились в Крыму за последние десятилетия, объявлена была приоритетной на первом заседании Совета представителей 30 января. Вот. Поэтому это главнейшая наша задача на сегодняшний день. И это направление в Совете было поручено возглавить мне. На сегодняшний день картина, которую я сегодня имею, складывается из того, что нуждающихся земельных участков для строительства жилья в Симферополе, в Симферопольском районе и Алуштинском регионе, Судакский регион, Ялтинский регион, порядка 12,5 тысяч семей. Из них значительно большая часть, конечно, в Симферополе и Симферопольском районе. И благодаря желанию, объявленному курсу и федеральной власти, центральной власти, и республиканской власти разрешить эту проблему, и была поставлена конкретные сроки, в течение года, максимум 2, все эти вопросы должны быть разрешены и сняты, чтобы потом, перевернув это чистый лист, все вопросы решения земельных проблем решались исключительно в рамках цивилизованных отношений народа и власти в отношении закона, права и морали, если хотите. В этом смысле уже первые шаги работы, которые предприняты со стороны Совета, понятно, мы представили ряд своих предложений руководству Республики, Совету Министров, в частности премьер-министру, с тем, чтобы иметь полномочия активно заниматься земельной сферой. Мы предложили включить меня, как отвечающий за этот курс, в комиссию, которую возглавляет вице-премьер Псарев. Это получено одобрение, в ближайшее время будет распоряжение, и я стану полноправным членом этой комиссии. Но, несмотря на это, когда к нам обратилась общественная организация СИБАТ в лице их руководства, с тем, что уже последние 4 месяца идут непонятные задержки и саботирование курса государства и курса республиканских властей на уровне местной власти, в частности горисполкома, и были указаны конкретные точки, где это стопорится, была написана соответствующая докладная записка на имя премьер-министра с указанием этих болевых точек и с предложениями, как их разрешить. Буквально в течение суток вопрос был решен, и была проведена сначала внеочередная сессия, которая утвердила общее количество земельных массивов, земельных участков на массиве Петровские высоты 1100, если вы владеете информацией, из которых 270 отведено для славянского пикета и остальные для крымско-татарского пикета, совмещенного пикета. И тот вопрос, который 4 месяца просто искусственным образом саботировался на уровне местной власти, он был разрешен успешно, и вот мы сегодня об этом вам рассказываем. Кроме этого, по согласованию, опять же, с руководством Совмина, складывается такой треугольник, в рамках которого будут решаться все проблемы, которые накопились среди крымских татар. Треугольник очень простой. На уровне представительной власти это комиссия по межнациональным отношениям и депортированным гражданам Верховного Совета Крыма, ныне возглавляемым Энвером Абдураимовым. Это в рамках исполнительной власти это Рескомнац, и в качестве, так сказать, совещательно-консультативного органа это Совет представителей, и внутри вот этого треугольника те общественные организации и структуры, которые непосредственно сегодня курируют земельную сферу на местах, на полях. 75% таких полей курируются, и это организация СИБАТ, оставшаяся часть, насколько я сегодня имею информацию, это отвечает за это общественная организация АВДЕ.
Вот. С ними тоже будем работать непосредственно, потому что и там такие же простые люди, которые нуждаются в этом решении. Затем, помимо вот этой конкретной проблемы, которая возникла за стопор, было предложено, вот на эти 1,5 года был разработан соответствующий, опять вот согласование общественных структур, в полном согласовании с Рескомнацем, как исполнительной структурой, был разработан поквартальный план, схема по выделению земельных участков на конкретных массивах в Симферополе и Симферопольском районе. Вот этот план также одобрен, и согласно этого плана и будем двигаться дальше в разрешении всех этих проблем. Вот. Вот я могу показать, чтобы не быть голословным, это вот список 91 человека, из которых 89 получили вот участки 26 августа. Вот это, значит, поквартальный план, который разработан, ну и согласование совместной плотной работы Совета Министров с Рескомнацем по этим вопросам. Так что в перспективе, в деловом режиме, как это и задано решением в Киеве, как это задано решением в Крыму, просто хочу обратить ваше внимание, что порой те вопросы, которые и тот курс, который объявлен в центрах, допустим, он по разным причинам размывается и саботируется иногда на таком вот низшем уровне, на уровне местных исполнительных властей. И наша задача, чтобы вот эти создаваемые искусственные препятствия, хотя за этими искусственными препятствиями лежат очень большие иногда схемы, которые входят в прямое противоречие с Уголовным кодексом, извините меня. Вот, поэтому наша задача совместными усилиями этих 3 вершин треугольника и нашей общественности, нашей опоры, ради которого мы и собрались, и дали согласие работать в Совете, устранить в кратчайшие сроки эти все препоны, разрулить все эти конфликтные ситуации и сделать то, что сегодня представляется как ущербно и как негатив для нашего общего дома Крыма, а это его многообразие культур, многонациональная сфера, из этого сделать на самом деле то, что оно представляет, что это богатство, которое может привлечь Крым и огромные инвестиции, и огромные туристические потоки, и при правильном использовании этого еще как бы спящего ресурса мы можем сделать действительно Крым нашей жемчужиной, как это и объявлено соответствующими государственными и республиканскими программами. Спасибо.